Сюря Дикюэл, дорогие подписчики, Маша Долайшу, добрый вечер всем. Я вас приветствую у себя на канале. Меня зовут Киса, кто меня не знает. Кто знает, тоже Киса. Ну, в общем, друзья, начнем с того, что с радостной новостью я сообщила вам о том, что пришли анализы. Они у всего нашего отделения отрицательные. Всех нас наша старшая медсестра обрадовала сегодня. Но будут еще повторные. Будет через несколько дней еще повторно будем сдавать. И потом уже перед выходом на работу, то есть 14 дней карантин, перед тем, как уже выйти, еще раз. То есть там три разных сдачи бывает. В начале, потом в середине и в конце. Чтобы уже знать наверняка, чтобы успокоиться и смело нам приняться за работу. Новости успокоительные. Больного, на самом деле, которые были подозрения, у него не выявили эту болезнь. Все хорошо, вся больница успокоилась. Все вроде бы нормально. Так, далее, друзья. Ну и сегодня по многочисленным просьбам, очень давно просили меня подписчики, очень много о чем просят. Я все читаю, не всем имею возможность ответить, потому что пишут очень много. Но все по мере возможности, все буду снимать, все вам показывать. Я очень хочу поблагодарить, я даже не ожидала. Я с каждым днем все больше и больше удивляюсь. Столько хороших слов пишут, столько всего хорошего, столько интереса к моему каналу. Всем нравится то, что я делаю. И от этого мне есть стимул, от этого я хочу вообще свернуть горы. Но так как пока сидим на карантине, особо не выйти, не зайти, но пока что будем какие истории рассказывать, работу в огороде, там ремонт начнется на днях под навесом. Ну, в общем, будем показывать по мере возможности. Еще стирка добавила, еще покажу, как стирку правильно вешать. Потому что там уже тоже были сомнения у кое-кого. Ну ладно. Значит, основная тема сегодняшняя и по многочисленным просьбам — это сестра, родная моя сестра Хадижа. Ее знают многие из вас. То многие просили рассказать, так как нас всего двое, людям очень интересно. Многие говорят, что мы похожи, что у нас похожи голоса. Ну, в общем, сегодняшняя тема будет, это моя единственная сестра Хадижа, которую я очень сильно люблю и уважаю. Она старше меня на 2 года. Ну, в общем, здесь начну так, с самого начала, наше детство. Детство наше, я не знаю, это только позавидовать можно. Наше детство, оно было самым-самым прекрасным, какое только может быть. Мы его в основном проводили на Украине. У нас мамины родители, они украинцы. И как только какие каникулы или новогодние праздники, нас отвозили. А мы тогда жили в Таганроге, в Батыево-Курганском районе. Там граничило с Донецкой областью. И недалеко было, скажем так. Может быть, час езды. И родители нас всегда отвозили. О, это было столько радости. Бабушка все время, пока мы не приедем, нас собирает полные сумки, колготки, платья накупит нам, всего. Все так было волшебно, как-то чистый воздух мне там все время казался. Вот шахта гудела, вот я любила утром проснуться, шахта гудит. Вот это был город Снежное. Очень хорошее детство было, веселое детство было. Вот мы с ней тоже, можно сказать, друг за друга были всегда мы были рядом. Если на каникулы, то вместе. Ну, в общем, платья нам покупали одинаково, только размеры чуть побольше. Не чуть, а размеры были намного больше, скажем так. Ну, ладно, об этом. Ну, вот так вот детство наше прошло. Потом пошла Хадижа в школу, 1 класс, значит. Я тоже это смутно, но помню. Купили ей портфель, цветы, все, мама нас ведет в школу, и я хотя я в школу еще не ходила, но за компанию.
провожаем ее в школу, мне так интересно было, мне так хотелось тоже одеть портфель, сесть за парту. Как же мне хотелось. Значит, посадили ее уже все, ну, учительница зашла в класс, их не говорит, будем знакомиться с детьми. А я ни в какую, я не понимала, как это мне нужно выйти из класса. Вот она остается, а я нет. Почему мне нельзя, а ей можно? Я хотела с ней быть. На что учительница сказала, была моя Борисовна учительница, она сказала маме: Тань, ну оставь ее, пускай посидит. Ну, в общем, что посидела я, и вместе и домой пришли. Ну, в общем, хотелось мне тогда учиться, хотелось ходить в школу с ней. Но товар был нехороший. Очень часто я, скажем так, ну, слово издевалась, это слишком грубое, но доставалось ей от меня хорошенько. Ну, она была полная в детстве, была очень полная. И мне достаточно было того, что, вот как-то помню, мама купила сапоги новые, и она шла в них, она шла впереди, я шла сзади, со школы мы шли. И вот она немного косолапила, и эти сапоги мне почему-то бесили на ней. И я начинала ее бить из-за того, что она некрасиво идет. Она, бедно, никогда мне не давала сдачи, все время так портфелем закрывалась, я же ее ногами била, портфелем закрывалась и говорила: ну что ты бьешь меня, ну что тебе не нравится, вроде идет нормально, я могла не вот она меня взбесила, я могла ее начать бить ногами, ты некрасиво идешь. Ну, в общем, а полная, из-за чего она была у нас полная, я вам сейчас расскажу этот случай. В общем, в детстве она очень сильно заболела. И положили маму с ней в Таганрог в больницу. Отец тогда только начал работать в милиции. И, в общем, положили маму с ней в больницу. И, в общем, температура не спадает, а у нее было воспаление легких. Температура не спадает, 3-4 дня, все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Что была врач хорошая, детская, я даже не знаю, сейчас живая она или нет, но очень хороший детский врач, что она сказала отцу, что нужно везти на Ростов. Я под свой страх и риск, но нужно везти в Ростовскую областную детскую больницу, потому что дела пошли уже далеко. А мама тогда была, ну, скажем так, положение на меня. И, значит, она не могла со мной лечь в больницу, потому что ей самой надо было вот-вот в больницу. Ну, тогда Хадиже было, наверное, может, 1 год и 6 месяцев, вот так. Но разница у нас 1 год и 8 месяцев. Что, в общем, договорились из-за того, что у отца по связям, он работал в милиции, что разрешили с очень с таким условием, что оставят бабушку Дейнан, отца-мать, что оставят бабушку как ухаживающую, но только в том случае, если, ну, при одном условии, что бабушка будет смотреть и за остальными детками. То есть могли ложиться только матеря, а мама не могла лечь, еле-еле разрешили быть бабушке, но и то с условием, что она будет присматривать и за другими детками, потому что не все детки лежали с мамами. На что все тогда согласились, понятно, лишь бы кто-то с ней был, конечно же, понятно, пошли на все условия. И, значит, подошел день, ну, подготавливали к операции, подошел день операции, сделали операцию. Эта бабушка наша, отца-мать, все время рассказывала с очень большими слезами на глазах. Я ей все время говорила: ты ее любишь больше, чем нас, всех остальных. Она говорит: девочки, люблю всех, не говори. Она очень хорошая была бабушка у нас, отца-мать. И материна мать хорошая была, и отца вообще благородные люди. Вот со всех сторон, честно. И она все время плакала и рассказывала нам эту историю. Вот мы около нее сядем, как цыплята, и она это рассказывала. И так слезы прямо у нее лились с глаз. И она говорит, сделали операцию, ей подсоединили под какие-то трубки, ну что там откачивала, наверное, с легких что-то, ну или не знаю, чтобы что-то, ну в общем поставили какой-то аппарат, я уже не помню подробно, как вам это сказать. Сказали бабушке, врачи: бабушка, ты присматривай, ты будь начеку. Ну хорошо. А тут понадобилась помощь, что-то ребенок нужен был, или отнести ребенка нужно было, или занести, ну что-то нужно было, что бабушка побежала с тем ребенком. Что в какой-то момент она услышала не крик, а какое-то вот
какой-то шум она услышала, ну, и она бегом к ней. Забегает она в палату, а та лежит уже вот такая, ее раздуло, как мишку. Вот-вот взорвется. Трубка, что произошло? Трубка выскочила, и под кожу пошло, ее начало надувать вот так. И бабушка, как закричит: врачи, врачи, немедленно сюда! Что врачи прибежали, и бегом же эти трубки отсоединять все это. И, в общем, бабушка стоит, плачет, в слезах вся. Ну, и врачи, в общем, говорят: ну, бабушка, еще б минутка, еще б всего лишь минутка хватило бы, ее просто разорвало. Вот представьте, а на второй день родители приехали, ну, проведать ее. А мама, я все время, когда это вспоминаю, все время плачу. Вот у меня того моего видео нет без слез. Ну, друзья, это жизнь такая, столько всего было, что... А мама заходит, а мама сразу, вот бабушка, она не могла скрыть своей какой-то тоски, печали, да, вот, переживаний. И мама только ее увидела, она вышла в коридор и стоит, глаза опустила и стоит. Она говорит: а я не знала, как мне им сказать. Ну как это, да? Доверили ребенка, ты же бабушка, да? И вот на твоей совести это все. И вот такое ЧП, могли ребенка потерять. Мама на нее смотрит и говорит: мама, что случилось? Она опустила голову и плачет, глаза просто слезы градом льются. Она говорит: ну вы можете сказать, что произошло? Она говорит: ой, Танечка, ой, Таня, там такое случилось у нас, могли потерять Хадижу, Наташу. Что рассказала, все, ну, разрешили маме зайти в палату. Ну, она говорит: я говорит, ожидала, что, ну, может, что-то будет, немного будет она, там, где-то трубки будут, где-то она будет лежать там перебинтована, как. Но то, что я увидела, говорит, я этого вообще не ожидала. Я захожу к ней, говорит, я как глянула на нее, а она, говорит, вся, говорит, под трубками, под этим, вот такая лежит, говорит, манежкиш, говорит. Я к ней, говорит, подошла, а у меня, говорит, слезы градом льются, говорит, я просто, говорит, не могу, говорит, на это смотреть, я не верю своим глазам вообще. Я говорю: а что случилось? И она вот расплакалась и говорит: вот такое, чуть не потеряли Наташу мы. А я на нее смотрю, говорю, дальше, и молчу, а у меня слезы льются, не переставая. И она ручкой так протянула, ручкой, говорит: мама, хотела глаза, мама, не плачь. И только рукой потянула, оно там, видимо, больно, и она раз руку и назад, не смогла дотронуться даже. Ну вот эта полнота, она пошла с тех пор, вот после этой операции. Потом, да, она пошла на поправку, их выписали, потом уже когда выписали, уже маму с роддома привезли со мной. Ну, в общем, потихоньку все пошло на поправку, но вот полная, вот именно вот эта полнота у нее пошла с того времени. И, видимо, ли обмен веществ там сыграл роль, но вот что-то вот... Ну, вот так вот росли мы, время проходило, в школу ходили. До выходных к нам все время приезжала с Матвея Кургана наша сестра. Ну и когда стали более-менее уже подросли, они же хитрые были, старшие, они никогда не ходили гулять с девчонками, там, у них там в центре, то там резиночку, мячик, в то время же эти игры разные были. И, значит, никогда не хотели брать меня с собой. И я это уже засекала, я же тоже была, скажем так, не промах. И я уже видела, что они шушукаются. Это уже, значит, не хотели меня брать куда-то. И они все время говорили: сейчас мы ей зубы заговорим, что-нибудь заставим ее делать, а сами убежим. И откуда она узнает, куда мы делись? И я же это все слыша, все время маме начинала плакать, говорю: вот они собираются опять уходить, меня не хотят брать. Она говорит: а ты последи, куда они пойдут, и беги за ними, они же тебя оттуда не выгонят. Ну, в общем, они надо мной очень долго так издевались, все время меня обижали, не хотели брать меня с собой, она малая, она там балуется, не надо ее брать. Ну, в общем, не хотели меня с собой брать. И уже очередной момент, мне это все, скажем так, надоело. И, в общем, вот эта двоюродная сестра наша, она нашей тети родной, дочка, что меня это все порядком достало. Я ей очередной раз, мама была на работе, и они очередной раз хотели устроить мне такую встречу, в смысле, от меня убежать, что я сильно разозлилась и говорю ей: раз так,
раз когда ты приезжаешь, она со мной играть не хочет, давай собирай свои вещи немедленно и домой к себе, быстро. Она очень обиделась, плакала, тихо собирала свои вещи, собрала пакет и уходила. Она думала, она может, думала до последнего, что я ее верну. Я ее тоже любила, но мне было обидно, как она приезжает, вот они со мной не хотели. И я думаю, пускай едет. Раз не хотят со мной играть, пускай едет к себе домой. И она, значит, с этим сумкой шла на автобус. Ну, там недалеко было, 60 километров от нас был город, куда она уезжала. А мама шла с работы и говорит, о, Вика ее звали, а ты куда? Она говорит, домой. Как домой? Ты ж только приехала. Она говорит, киса меня выгнала. Как выгнала? Сказала, собирайся, и уезжай. Киса была девушка с детства, строгая очень, что не так всех на выход с вещами. Вот. Ну, вот так вот и выросли. А вот потом, когда замуж вышла, то потом уже пожалела, сколько над ней я... Сколько раз я ее обижала, сколько вот всего такого было. Ну, а потом я вышла замуж. Как я вышла замуж, я вам эту историю рассказывала. И, значит, потом все-таки и муж приехал туда, в Ростовскую область. Но здесь уже начали сильно бомбить, и родители сказали, мы уже там были, чтобы с семьей, чтобы жил там. И, значит, брат его родной, наш деверь, тоже жил там неподалеку, ну, на точке жил. И они, значит, у них, они купили там такой дом, ну, коттедж на два хозяина, одна сторона была ихняя. И, в общем, он дал нам временно, чтобы мы там, дал нам этот дом, чтобы временно мы там пожили. Но там вообще очень-очень-очень было грязно, там давно не жили люди. Весь двор, ну, заброшенный, ни забора, ни стекол, ни окон, все, весь мусор во дворе. В доме прям дырки большие, видимо, или крысы были, я не знаю. Ну, в общем, опять-таки сестра приехала в гости. Навели мы там порядок, все, весь двор вычистили. Хозяин забор построил. Внутри в доме мы с Хадижей поклеили обои. Это тогда вот-вот должен был Висхам на свет породиться. Анжела уже была, а его еще не было. Но... Значит, скопали огород, там он вообще, наверное, никогда ним не пользовались. Насадили много помидоров, там огурцов, всего такого. Красили, белили, мне уже женщины проходили. Напротив нас была пекарня, и женщины уже проходящие ругали, ну, тебе нельзя, ну что ж ты постоянно красишь, белишь, тебе этим дышать нельзя, ты... В общем, ну, навели мы с ней порядки, прям дом другой стал вообще, выбелили, выкрасили, порядок навели с ней. Потом, значит, появился Висхан на свет. Очень-очень-очень был тяжелый ребенок. Он просто до 3 месяцев днем и ночью кричал. Днем и ночью, вообще не переставая. Мы уже иногда не знали, что с ним делать. Мы тогда часто ездили с его отцом, делали документы разные, там, и туда, и сюда, там, детские, свидетельства, ну, разные документы, в район ездили, а Хадижа оставалась с ним. И вот в очередной раз мы поехали, приезжаем, а она плачет, я говорю, ну, она же такая сама по себе сдержанная, крепкая, для нее мелочные проблемы, это не проблема, она такая боевая сама по себе, выдержливая. И она говорит, Кис, я уже не знаю, что делать. Я уже что с ним только не делала. Я его и качала, и на руках, и на подушке, и на коляске. И что я с ним только не делала. Он настолько кричит все это время, что мне страшно его. Я думаю, он сейчас на руках у меня умрет. И я его на кровать ложу, мне кажется, он даже перестает плакать так даже меньше. Я уже, говорит, молилась, говорит, сила безысходности, начала молиться, чтобы он перестал плакать. И плачет, и сказать, я не знаю. А его вот это животик мучил. Мы, оказывается, неправильно варили ему молоко, тоже не знали, обычно на смесях, а то коровье молоко, и там, видимо, разводили неправильно. Ну, в общем, у него были боли в животике.
И, в общем, она мне очень помогала. Если бы она мне тогда с детьми не помогла, я бы просто сошла с ума. Анжела маленькая, а напротив была пекарня, и там вот люди за хлебом приходили с утра. Ну, колхозная пекарня была. И, значит, мы там завозимся, я там стираю, или она стирает, другая за ребенком смотрит. А люди уже кричат: «Киса, бегом, уже Анжела твоя побежала». А она так, играется с двором, у нас куча с песком была. И, значит, люди придут за пекарню, кто хлеб купил, вот так вот уходит, она за ногами смотрит, куда ноги пошли, ей разницы не было, женщина, мужчина, куда-то человек пошел, и она следом за ним. И мне уже кричат: бегом, уже побежала. Мне приходилось все бросать, а иногда Хадижи не было, она же работала тогда в магазине. Она неделю работала в магазине, а на выходные приезжала мне помогать. Ну, в общем, не всегда она была со мной. А когда ее не было вообще, когда она уезжала на неделю, то мне вообще тяжело было, я не смогла с ними. И она потом стала Анжелу забирать с собой. То есть на ту неделю, когда она уезжала на работу, она ее забирала с собой, чтобы мне было легче. И, значит, ну вот так вот, уже, наверное, когда ему было месяца 4, 5, вот 6 месяцев, тогда вообще как успокоился, как стал спать, он настолько был толстый, просто, я как-то фотографии покажу вам, это вот такой он был. Мы когда на выходные приезжали к отцу, к родителям, меня отец спрашивал: «Киса, чем ты его кормишь? У меня телята не растут вообще, сколько не пою молоком, они мне не растут». Каким, ну, в смысле, как он так вообще набирает вес? Может, ты его чем-то подкармливаешь, печенье даешь или чем ты его кормишь? Ну, в общем, вот такие вот дела. И стал спокойнее, стал спать, уже мне стало легче, уже, а то, знаете, полгода, это вроде бы кажется немного, но когда у тебя маленький ребенок, который кричит днем и ночью, ты просто отрезан от всего мира, тебе нормально не обмыться, не помыться, ты все время должен быть над этим ребенком, уже просто измотанная была. Самой 19 лет, уже 2 детей, ой, ничего этих условий тоже, ни стиральных, ничего, естественно, не было. Ну, через это прошла каждая женщина. В то время вот такое время тяжелое было. Я не говорю, что я одна такая. Тогда была каждая вторая, особенно нам отсюда, с Чеченской Республики, было очень тяжело, потому что война была, работы не было. А работы нет, соответственно, денег нет, а денег нет, и все, и ты никто. Хотя мы говорим, деньги не главное. Да, не главное деньги, не главное. Вот сейчас у многих деньги есть, а никто же не может даже со страны уехать. Казалось бы, с одной стороны, да, и так, а с другой стороны, и без денег ты никто. Ну, в общем, прошло вот так вот время. Значит, приехал как-то к нам свекор в гости, и сын старший отдал ему машину. Была у него «Волга» машина. И он, значит, отдал ему. И чтобы ее забрать в Чечню, чтобы бабушка на базар могла ездить с продуктами, продавать продукты, значит, ее забрали, эту машину. И машина должен был мой хозяин, чтобы за рулем ехал и со свекром, чтобы отвезти машину в Чечню, он должен был за рулем ехать, чтобы отвезти его, а потом приехать. Ну, в общем, я, конечно, очень сильно расстроилась. Я долго плакала. Я говорю: как ты уедешь? Ну, нам с тобой тяжело. Ну, работы не было никакой. На работу никуда не принимали. В то время на чеченцев были обозлены все. Работы не было. Ему приходилось... У нас сосед был там, даргинец. И он с ним ночью на поля ездили, там воровали зерно, потом меняли на солярку, перепродавали. Ну, в общем, на существование у нас деньги было. А так у меня 2 детей. Работы нет, ну, в общем, так, существовали, можно сказать, перебивались. То, что в огороде повыросли, к тому времени уже помидоры выросли, вот это салат делали, на пекарне знакомая соседка Ира работала в пекарне, она хлеб давала нам бесплатно, там были прямо такие булки большие, хорошие. Ну, в общем, вот так как-то выживали. Родители мясо отправляли, они держали там и индюков, и курей, и уток. Ну, в общем... Я, конечно, расстроилась, но он говорит: я отвезу его и сразу приеду. А я почему-то, вы знаете, была уверена, что он не приедет назад. Ну, как сказать,
В каком плане? То, что шла война, и в тот момент, даже когда они выезжали, по новостям передавали, что бомбят Чечню страшно вообще, что блокпосты закрыты, то открывают, то закрывают после очередного взрыва, все такое. Или я думала, а вдруг убьют его там по дороге. Ну, в общем, я не знаю, у меня было 100% впечатление и мысли, то, что он назад не приедет. А связи никакой, ни телефоны не работали тогда в Чечне, ни письма не ходили. То есть, и вот они уже, когда уезжали, я сильно плакала, они в ночь уезжали. Я говорила, что я знаю, ты не приедешь. Он не говори так, я приеду, отвезу, обязательно приеду. И на улице был сильный дождь, ветер был сильный, лампочка вот так шаталась, на улице была лампочка, ее прям ходором она ходила настолько от ветра. И знаете, у нас был черно-белый телевизор, ну такой большой, наверное, в то время у многих было, и он с ним что-то случилось, он перестал показывать. Начал, знаете, вот так вот шипеть, каналы, что-то там такое происходить, а на улице ночь. Они помолились ночью и, наверное, выезжали в дорогу. Это, наверное, было, может, 2-3 ночи. Ну, вот так вот время было. Что Анжелу Хадижа забрала, она была с ними. Хадижа тогда уехала на работу. А свекр, они с мужем уезжали в ночь. Я оставалась с Висханом. Мы одни оставались. А тут еще, знаете, накануне, когда еще, ну, это, скажем, было осенью, а вот летом, когда шла уборка, то муж тоже ездил на уборку, туда же они там зерно, ну, воровали. Теперь можно признаться, спустя столько лет. Но как, тогда выживали как могли. И он, значит, на мотоцикле выезжал, а у нас там во двор был задний двор, и он с заднего двора выезжал. Вход был из переднего двора, а заднего, ну, задний ход вот так выехать по задним улицам. И он, значит, приехал, я как сейчас помню, лето, привез арбузы, и ему нужно было, это время было 1 час ночи, ему нужно было еще рейс сделать. И мы покушали. И бывают вот такие моменты, когда, да, ты о чем-то задумаешься, и человек тебе что-то говорит, ты вроде бы его услышал, что он сказал где-то далеко, а ты думаешь про свое, и тут в одну точку усмотрелась я, и он так встал, так, ну все, я поехал, ты двери закрывай. Мы в коридоре, у нас летний коридор был, там стол стоял. Висхан уже спал у меня. Он мне говорит, так, все, я поехал, ты дверь закрой. Я так сижу, где-то вдали, да, где-то, я не знаю, как я так задумалась, как будто черт меня побрал. Я вот так задумалась, сижу в одну точку, смотрю, что-то думаю о чем-то. И я слышу, так, мотоцикл поехал, он уже и поехал. И я что-то раз резко так, как споткнула, ну, сподхватилась, и раз крючок в дверь, раз и закрыла. И только моя рука оторвалась от этой двери, я уже хочу заходить в дом, и как сильно кто-то затарабанит в дверь. Я сейчас рассказываю, у меня прям мурашки по коже. Как затарабанит, там щелчок такой, ну как, он-то закрыт, но если хорошо дверь расшатать, то можно и открыть, в принципе, да. Я до такой степени испугалась. Я забежала в дом, закрыла еще ту одну дверь. А в тех комнатах свет был выключен, Висхан спал. Но у нас на заднем дворе лампочка горела, там был такой как сарайчик. А с переднего выхода там столб стоял за двором, вот пекарня, все это освещалось, то есть было видно все, весь вот эту территорию, как на ладони. И вы знаете, я туда бегаю, никто не выходит, сюда бегаю, никто не выходит. И я так стояла, думала, может быть, стучаться, или хотела уже соседям в стенку стучать. И больше никто не постучал. И вы знаете, я просто не могла не увидеть, как этот человек, или кто бы он ни был, выходил, потому что я бегом туда побегу, там длинный двор, я бы видела, человек уходит. Бегом сюда бегу, смотрю, тоже я бы видела, что кто-то выходит, потому что, ну, невозможно было это видеть, это секунда времени. И вот для меня это осталось загадкой, я так и не знаю, кто это был. Это было очень страшно. Я от страха просто меня колотила, не могла дождаться, пока он приедет домой. А алкашей же было много разных, и наркоманы, кого только, какого сброда нету в этих деревнях. И для меня деревня, она почти чужая, я там не жила никогда. Люди все чужие, за исключением 2 соседок. И, значит, ту ночь, когда они уехали, а вы знаете, мне это в такой степени жутко стало. Такая тишина в доме, страшная. Я знала, что он вообще не скоро приедет. Что на это уйдут, может, неделя, 2, может и больше. Что я теперь совсем одна.
И я, вы знаете, чтобы мне не было так страшно, я включила этот телевизор, он там шипел, какие-то каналы включались, переключались, полоски какие-то шли. Но мне это было достаточно, мне эта тишина ночная убивала. Я думала, если какой-то шорох услышу, если что-то случится, я просто с ума сойду. И я настолько горько плакала, телевизор шумит, Висхан спит, заснул бедный, спит крепким сном. А я заливаюсь слезами, мне страшно, обидно. Я уже думаю, поскорее бы Хадижа приехала, чтобы мне не так было одной хотя бы. И вы знаете, вот почему я почему-то до сих пор, хотя я его никогда не, так сказать, уж любила, чтобы этого артиста, отец его любил слушать его песни. И вдруг резко телевизор наладился, включается, идет концерт, а уже время часа 3-4 ночи. Олег Газманов, идет концерт. Он начал показывать чисто, по черно-белому, но без полосок, чисто, просто я вижу этого артиста, он поет. Вы себе не представляете этой радости. Для меня снова мир ожил. Я это рада этому была человеку, как я не знаю, что наконец какой-то живой человек, какое-то существо, я вижу, что я не одна со своими мыслями. И он такие веселые песни пел, и я на фоне этого, слушая его, я и заснула. Ну вот так вот, день за днем. Хадижа приезжала, уезжала. Хадижа все время на выходные, она как, неделю работала, неделю у меня была, приезжала с Анжелой. Мы с Висханом все время в ту неделю, я эту неделю так ждала, поскорее, чтобы она приехала. И мы всегда, я его ложила в коляску, и мы шли по улице, так прилично уже было пройти. Мы шли, я уже знала, автобус в 5 часов вечера, и вот они всегда приезжали, как всегда она. А она вот эту неделю все, что отработает, весь заработок, она деньгами никогда не брала. Она все продуктов наберет, и родители еще мясо дома зарежут, там, индюка, там, или это. И она с полными сумками, с Анжелой, она ехала ко мне. А мы все время шли встречать. И, в общем, и вот она каждый раз, когда приезжала ко мне, я это считала вообще, это таким праздником для меня было. И вот в один вечер она приехала, она говорит: Кис, я ничего не купила, с базы ничего не привезли, такого не было. Давай сейчас в магазин сходим, накупим всего, чтобы тебе порошок было, белизна, мыло хозяйственное, все. Ну, мы Висханом коляску положили, пошли с ней, накупили. Знаете, накупили всего, и конфеты, печенье. Какая роскошь в то время была, друзья. Какая была роскошь. Я вам позже буду рассказывать, ведь элементарно даже хлеба не было иногда есть. Даже хлеба иногда не было покушать. Вот были такие моменты у меня. Наберем, и знаете, вот такой вечер был один, мы Висхана коляску на улице стояла, мы с ней нарубили дров, занесли, около печки положили. Печка так горит хорошо, прям дровишки стучат. Мы с ней с магазина пришли, приготовили покушать, чай пьем. И в какой-то момент такой ветер поднялся, и выключили свет. А свет никогда не выключали, и это большое благо. Если бы когда-нибудь выключили, чтобы я была одна, и после того не выключали никогда, вот, никогда. И у меня в душе, знаете, такое, мурашки по коже, и радость, и страх, мне прям мурашки по коже в том плане, что как хорошо, как сейчас уютно. Хоть света нет, мы свечи включили, со мной она, у нас есть покушать полный стол. Как все хорошо, если бы я была одна вот это сейчас, что бы я делала? Ну, в общем, она побыла неделю, опять уехала, что день за днем, от него никакой весточки нет, он не приезжает, позвонить некуда, связаться нет возможности. Вот был человек и нет человека, да, вот, как в воду канул, нет вот его. И узнать, что, как, тоже возможности нету. Значит, а у меня соседка была, тетя Нина звали, очень-очень хорошая женщина, очень, дай Бог ей здоровья. Вот я никогда в жизни не скажу ни про какую нацию плохого, потому что мне в моей жизни пришлось столкнуться со всяким, и мне очень помогли. То, что она тогда для меня сделала, я не знаю, чужая женщина, абсолютно чужая женщина. Ну, в общем, что день за днем подходил месяц февраль, а у нее
она мне давала молоко. Через день 3-литровую банку для Висхана она мне давала молоко. И дело приходило к тому, что нужно было бросать корову уже доить. Что она мне каждый раз говорила: ой, киса, нужно будет уже это, тебе нужно искать где-то в другом месте, чтобы мальчику молоко давали. Уже бросать надо корову, уже одно молозиво идет, но не могу я больше ее. Но я понимала, что, я знала, что она его очень сильно любила. Она все время его обнимала и говорила: ой, какой хороший мальчик, какой хороший мальчик. Вот у него такие слова были. А в то время шла «Бригада», фильм, наверное, все помните. Я с ним, как только вечер, его на руки... Хорошо. Его на руки и шла к ней смотреть «Бригаду». И вот я только захожу, у нее всегда булочки напеченные, или какие-то оладики, блины. У нее в руках все горело. Она такая хозяйственная женщина была. Так, кис, давай, сейчас попьем с тобой чайку. Всегда посуда была все идеально чистая. Я все время наблюдала, у нее всегда был порядок. Мы с ней чаю попьем и шли смотреть «Бригаду». Что, в общем, она мне говорит: кис, ну уже корову надо бросать. А я говорю: ой, тетя Нин, даже не знаю, что делать. Ходила по всем соседям, к кому не приду, все отказывают, у всех не доится. Ну, ни у кого нету молока, вот не знаю, что и делать. Ну, вот так вот разговор у нас остался, что в очередной раз она мне говорит: все, кис, я бросила, ты меня извини, но вообще молока, ну, где-нибудь спроси там, может, или питание там где найдешь, или, ну, как-то, ну, просто, как только она отелится, конечно же, будет молочко, все это будет, но, вы знаете, я пришла домой с ним, я до такой степени расплакалась горькими слезами, я думала, то, что мне иногда покушать нету, то, что я осталась одна с ним, одинешенька, это все большие мелочи. Вот когда мне нечего будет ему дать покушать, а он еще маленький, кроме молока ничего не ел, вот это беда. Вот это беда. Этим мне и сестра, и родители не смогут помочь. Как они помогут? Они живут далековато. У них, конечно, была корова, но они не могли мне навозить каждый день молоко, правильно? Что, в общем, у меня еще было тогда до утра ему молоко, каша сваренная была у меня, манная, что я проснулась утром и опять переживаю, думаю, куда мне идти? Сейчас нужно ложить его в коляску и куда-то идти по селу еще искать. Как-то надо этот вопрос, что ну как вот без молока вообще? Что я вот проснулась, и я слышу шаги какие-то идут. Как застучит, смотрю в окно, а это она пришла. И я открываю дверь, говорю: о, доброе утро. Она говорит: киса, мне и корову не жалко, мне мальчишку жалко. Буду доить столько, пока теленок не появится. Я не смогла заснуть вчера всю ночь. Как я крошку голодного оставлю? Буду доить хоть по капле, сколько будет выходить с нее, пускай эта теленка будет в ущерб, пускай с ней будет что угодно, лишь бы Висханчик не был голодный. Вот скажите, да, у некоторых возникает вопрос, там это, одни хорошие, русские плохие, или те хорошие, чеченцы плохие. Нет, нет плохой нации. Есть в каждой нации плохие и хорошие люди. Поэтому я никогда в жизни не скажу, что русские плохие, потому что они мне очень в жизни помогли. Не потому, что я сама с Ростовской области, нет, не поэтому. Просто мне они очень-очень много помогли. Вот эта женщина сколько для меня сделала, это просто, я не знаю. Я говорю: тетя Нин, вам рай обеспечен, вы ребенка, вы себе не оставляли молока, вы доили, нужно было после корову брать, корову накормить, корову подоить, ради того, чтобы мой ребенок кушал. А это, друзья, ну, какой бы нации вы не были, по ту сторону экрана, вы меня поймете, о чем я. Тогда не было денег у меня, чтобы купить смесь, не было этих смесей, не было этих памперсов, и не за что было бы их купить даже, если бы это и было. Потому что он уехал, я безработная. И, в общем, она вот так вот сказала мне, принесла банку молока, я от радости сварила молоко. И вдруг ко мне, ну, через несколько дней приходит соседка и говорит: киса, там разговоры ходят в сельсовете, что вот эта сестра милосердия, должность освободилась. Ты бы пошла, узнала, все-таки работка такая, не пыльная, побежала, там полы помыла, там бы дров занесла, и тебе работа. Ой, ну конечно. А я говорю: у меня ребенок, ой, ну когда с тетей Ниной оставишь, когда Хадижа будет здесь, когда, может, с собой возьмешь, ну решишь, ну работу не теряй такую. Ты хотя бы пойти узнай, есть она, ну говорят, слухи ходят, а там как она на самом деле. Побежала я туда, бегом Висхана одеть, в коляску и бегом в сельсовет.
Зашла, а там человек 6 женщин стоят, и все пришли по этому вопросу. Что глава администрации сказал, я каждого выслушаю, и кому из вас более нужнее будет, тот и получит эту работу, потому что вас обидеть я никого не хочу. Очень справедливо было. Мужчины вообще-то в этом плане все есть всегда справедливо, по закону. А не так, ты по связям или за деньги, нет. И он, вот уже, я когда к нему сошла, не помню, как его звали, я расплакалась и говорю, вот у нас кормилец уехал, говорю, в Чечню и назад не возвращается. Наверное, там или дороги закрыли, или война идет, что он не может приехать. Связи с ним нет. Я осталась одна, говорю, для меня это чужое место. У меня, говорю, даже покушать нечего, говорю, в доме. Я вот с ребенком осталась, говорю, мы из Чечни приехали. Помогите, пожалуйста. И он говорит, да, конечно. И он тогда нас всех собрал и сказал, вот эта женщина нуждается больше всего. Мы ей дадим работу. И вот тогда начались вот эти проблемы, знаете, пошли проблемы какие. Нужно было в район ездить и проходить комиссию обязательно. Санпедкнижку, вот эту медицинскую книжку, все это нужно было проходить. А вы знаете, в России очередя большие, за один день все вопросы не решишь. Одну книжку, чтобы получить, я где только не побывала. Ну, в общем, он говорит, ну берем. А потом я так испугалась и сама себе думаю, ну берем-то берем. Завтра мне нужно ехать в район. А с кем его оставлять? Хадижа пока еще на работе, она дома. И я вечером пошла до тети Нины, как всегда, с ним кино смотреть. И ей это все рассказала, этот случай. И она мне, знаете, ничего... Вот конкретно попросить ее о том, что... Если, например, была Хадижа, она, конечно, смотрела за ребенком, я поехала по своим делам, но она ту неделю работала. И конкретно спросить, мне было, 19 лет тогда, мне спросить, вот вы не побыли бы с Исханом? Я не осмелилась. У меня много раз было на языке это сказать, но я так и не осмелилась. Думаю, скажет, и так и кормим, и поем вас, еще вам с вами с ребенком сидеть, вообще на шею съели. Ну, мало ли... Значит, я это все ей рассказала, и она мне ничего не сказала, она мне ничего не предложила. Я думаю, если она скажет вдруг сама, а если не скажет, ну, значит, не судьба. Я, значит, пришла домой, легли спать, и утром я проснулась, уже часов 6, а не спится, думаю, в 7 часов, уже начало 8-го, нужно на автобус бежать. Думаю, такая работа подвернулась, вот теряю такую работу. Я же в каком плане еще боялась ее потерять? Я же была уверена, что он вернется. Я знала, как ему тяжело было, как нереально было там в то время заработать деньги. И я знала, какой он будет рад, и то, что я буду ходить на работу, что нам уже будет за что жить, что хотя бы на хлеб, на все эти мелочи будут деньги. Я боялась потерять эту работу. И я опять слышу, стучит кто-то в окно. И я выхожу, так халат накинула, тетя Нина стоит. Я говорю, поздоровалась, она говорит, ты что, еще спишь, что ли? Я говорю, да, лежала, говорю, а ну-ка быстро собирайся. Ты что, не едешь в Зимовники, в район? Я говорю, а Висхана не с кем. Так, ты давай одевайся и бегом на автобус. Давай ключи от дома, я его сейчас одену сама и пойду к себе с ним домой. Прокормим, посмотрим, он нас знает хорошо, не будет он за тобой скучать, давай, ты бегом на автобус. Тут такая радость, что, в общем, поехала я в тот день, очень тяжело мне было, прошла я саму книжку получила, поставили печать, а на второй день нужно было опять ехать, проходить уже врачей. Хорошо. Что, знаете, проблема такая была вообще, денег не было ни копейки. И вот я столкнулась с такой проблемой, что мне ехать завтра, а похолодало сильно, выпал снег сильный, что вы не поверите, что у меня колготки мои последние порвались, и мне просто реально нечего было одеть в тот день. Вот я ехала, мне реально нечего было одеть. А холодно, страшно. А маме я позвонила до этого, говорю, она сказала, что она приедет тоже на рынок, но она от своего села приедет, а я от своего приеду. Она говорит, я там мясо тебе привезу, кое-какие продукты на базаре встретимся. У меня такой плащ был, кожаный, длинный плащ у меня был. И мы с ней встретились, она мне дала это мясо, а я одно стою и боюсь, чтобы она
не увидела, что на мне вообще колготок нет. А замерзла, руки, ноги аж синие. Ну, представьте, мороз, январь месяц, вообще без колготок. Длинный плащ, он задубенел от мороза. А там ветра холодные, еще мороз, и ветра вечно дует все. В общем, замерзла я в тот день. Это мягко сказать. Я, наверное, дня 2 не могла прийти в себя. Но за 2 дня мама дала деньги, я тогда купила себе колготки теплые, все, что мне надо, купила. В общем, за 2 дня я прошла этих врачей, пошла я на работу. Ой, было очень-очень мне тяжело, очень. И вот, когда Хадижа приезжала, конечно же, было легче. Когда Хадижа уезжала, мне было очень тяжело. Порой нужно идти на работу, деваться некуда, с тетей Ниной оставлять тоже постоянно не могла. И я, он в обед улаживала его спать, он еще ползал, он ходить не мог. Что закрывала я его на замок, он спал, я закрывала его на замок, а сама бежала быстрее по бабкам, натаскать им дров, полы протереть быстро. Что, ну, он, знаете, у нас такого не было электрического ничего, ну, электрической печки не было, печка как-то на дровах топилась, там закрыто было, он туда доступа не имел к ней. А так электричества больше не было, дверь он открыть никак не мог. Но я знала, что он будет плакать, проснется, но у меня выхода другого не было, друзья. Мне просто не за что было жить. Вот я осталась совсем одна. И вы знаете, в один день я немного задержалась. Нужно было, бабки уже иногда были недовольны, что я все время бегом, бегом, бегом. Им то надо было делать, то другое. Что я немного задержалась, и я уже бегу на всех парусах домой. Бегу, чтобы поскорее, что он там, я представляю, он там наорался, наверное, накричался. А потом и часто я заставала этот момент, даже иногда мне приходилось, что я открываю двери, а он сидит прямо около двери, и он настолько заплаканный, настолько лицо красное, он уже дрожит, он уже, знаете, у него уже слез нету плакать, и в руках все мои вещи. Вешалка висела, там халаты мои висели, такие там куртки. Он именно мои вещи поснимает их обнимает, и вот так сидел около двери, плакал сильно. Я когда забежала, я как сразу сходу прыгаю на колени к нему, обнимаю его. Прости меня, сынок, что ты такая я мать, бросаю тебя на произвол судьбы. Конечно, тетя Нина, если бы это знала, она бы, наверное, забирала. Но она тоже, у нее большое хозяйство, огороды, коровы, куры, все. Она тоже, у нее своя семья. Не могла же она постоянно смотреть за моим ребенком. Она и так мне помогала во всем. Что, в общем, был такой момент, что, ну, вот как-то закончились все продукты у меня, ну, как бы, ну, вообще, вот, знаете, ну, вообще ничего нету. Хлеб мне соседка давала с пекарни, я всегда брала булку хлеба. А Хадижа, она не приезжала ко мне 2 недели. Ну, напарница попросила, чтобы 2 недели поработать, а потом она отработает. Что она мне говорит: Кис, ты сможешь побыть? Ну, как-нибудь, ну, попросила меня. Зато я потом 2 недели буду у тебя. Ну, как-нибудь продержись там уже. У тебя есть что покушать? А покушать уже, можно сказать. Но она уезжала тогда, у нас уже там оставалось так, то вермишель, то рис. Ну, я что могла, готовила я там. Ну, в общем, что как-то я его посадила в манежку, он играется в манежке, а я думаю, чтобы с ума не сойти, кушать, хоть шаром покати. Булка хлеба стоит на столе и соль, и все. Но нету денег и не за что купить. И я думаю, затеяла уборку, думаю, повытираю в тумбочках, все попротираю, повымываю. Я уже просто не знала, что мне делать. От скуки, телевизор не показывает, ну, он не играется, но уже, я не знаю, мне уже очень было скучно, я уже не знала, чем себя занять, что я начинала все протирать, уборку, окна мыть, двери мыла, все. Я не знаю, она вот была, она накануне нас спросила, что-то сестра твоя не приезжает давно. А я говорю, ну да, звонила же я ей, говорю, она сказала, что не сможет приехать, что еще за неделю надо остаться. Она говорит, ну понятно, ну так она меня спросила, что потом на 2-й день, тоже я это все мою, дверь открыта у меня,
И вдруг она резко забегает ко мне, ну дверь открыта, она забегает и говорит мне: киса. Она так иногда говорила, мне аж иногда как то ли с претензией, то ли, ну, настолько такая была простяцкая женщина. Киса, она мне говорит, я вот это все беспокоюсь за тебя, то мальчику молока, то что, милая моя, ты когда вчера ушла, я так долго думала про тебя, мы-то его кормим, а тебе самой хоть есть что покушать? Ты вообще чем питаешься? Я даже у тебя не спрашиваю никогда, что есть у тебя, нету чего у тебя. А видно ж по обстановке, что на столе ничего нету. Стоит соль, ну там сахар. А я так опустила глаза, заплакала, говорю, мне даже нечего вам сказать, говорю. Она меня обняла, как расплакалась. Дуреха ты, говорит, какая ты дурная. Да разве я не поделюсь с тобой тем куском хлеба, теми помидорами, тем, например, сыром, что у меня есть. Что у меня есть, разве я с тобой не поделюсь? Я говорю, да, я говорю, не сказать, что чтобы я так оставалась без голода, ну, вообще, просто, говорю, не получилось приехать, все, что было, закончилось, говорю, мы ели, пили, кушали, говорю, вот уже 1,5 недели, ее тоже нет, как-то все закончилось. Все закончилось, это одновременно, знаете, то вроде все было, и гречка была, и подсолнечное масло, и лук, ну вот все закончилось в один момент. А зарплату мне еще не дали, тогда первый месяц должна была получить я. И она так мне... А тебе самой хоть кушать есть? Я говорю, я опустила глаза, говорю, мне вам нечего сказать, говорю. Она бедная, пошли. Быстро, Висхан, одевай. Пошли. Она мне и крупы, и картошки, и масло, всего чего. И сама это все принесла вместе со мной. И чай. Хороший у нее всегда был чай, Ристон, может, знаете, я как сейчас помню. Она меня научила его пить. Хороший был тогда. Сейчас много подделки, тогда был хороший. По-моему, с бергамутом даже. Булочки у нее были, тогда напекла она. А в то время я всего этого еще делать не могла. Я вот завидовала. Мне считалась женщина, которая может пекти булочки, которая может пекти блины. Это женщина с большой буквы. Это вообще... Что она мне, что я пришла, наелась от души. Ну, в общем... А дороги закрыли. Оказывается, дороги закрыли тогда, но что он не мог приехать. Они приехали домой, там по дороге, когда они еще в ту сторону ехали, какие-то там были передряги, то их не пропускали, то взрывы какие-то были. Ну, в общем, что после не выпустили его оттуда, он не смог приехать по этой причине, а потом и, ну, родителям помочь надо было, коровы, все это, они уже не справлялись. Ну, в общем, не имел возможности он приехать. Ну, а мы вот так вот выживали. Родители меня звали. Родители меня звали, говорили, киса, бросай все, приезжай, живи у нас. Ну сколько ты так, бедняжка, будешь? Мама все время звонит и плачет. Киса, я из-за тебя ни есть, ни пить не могу. А я все надеялась, что он приедет, и думаю, такая работа. С какой трудностью я прошла эту комиссию. Сколько дней в голоде я провела, чтобы на дорогу оставляла деньги, чтобы не было, на комиссию, на все это, чтобы не были деньги. Сколько днями голодными проводила, как собака голодная, лишь бы копеечку эту, чтобы... Ну, не могла я бросить эту работу, друзья, ну, никак я не могла это бросить, все, что, потому что он приедет, и как он будет рад, что вот я нашла работу, уже нам какая-то поддержка будет. Ну, а потом в скорости приехал свекор, что он приехал нас забрать в Чечню, сказал, что уже более-менее наладилось все, что за мной, за детьми, чтобы ехать в Чечню нас забрать. И поехала Хадижа с нами тоже тогда в Чечню, поехала она, потому что с детьми тяжело было в дороге, с 2. Ну, она и погостить, она, по-моему, тогда еще ни разу не была в Чечне, да. Она тогда первый раз приехала. А свекровь, ну, с хозяином, они нас в Хасавюрте встречали тогда. Только через Хасавюрт могли ездить. И, значит, мы поехали в Хасавюрт, а тогда сразу с Хасавюрта нельзя было в Чечню поехать, нужно было переночевать, там квартиры снимали. Что утром свекровь на базар шла скупиться, чтобы товар скупить, она же на рынке торговала. И свекор говорит ей, кису с собой возьми, купи все, что киса пожелает, все, что ей надо, все купи. И мы пошли на рынок, я помню, с ней. Ой, знаете, всего и в изобилии уже в то время в Хасавюрте много чеченцев было.
базар кишит. Ну, это странно было для меня, с такой деревни, с глубинки приехала, и все продается, все доступно. На что я не гляну, она все покупает, колготки детям, даже элементарно колготки, какие-то кофточки, чтобы купить, это было, не знаю, это равносильно, что сейчас самый крутой бутик. Бутик сходить и скупиться, да, все. Бананы вот эти вот, да. Но не было тогда в Ростовской области, как сказать, как сейчас привычностью, тогда этого не было, такой роскоши. Сейчас есть все, были бы деньги, а тогда вот бананы, фрукты набрала, детям разные костюмчики, шортики, маечки, что, в общем, мы скупились и поехали мы в Чечню. Но в Чечне тоже тяжелые времена были, тяжело было в то время. Все равно война продолжалась. Ну, Хадижа мне очень помогала, коров было много. Свекор ходил по всему селу, большие участки брал, люди отдавали. Много-много косил траву. Жара была невыносимая в те года. Вот было жаркие. Лето было ужасно жаркие. И я ходила с ним. Нужно было переворачивать сено. Потом это сено, когда высыхало, нужно было в охапку и нести домой. Оно было очень тяжелое и жарко было. И, друзья, самое, что было страшное, как хотелось спать. Как хотелось спать. Глаза просто днем и ночью закрывались. Какой же был сладкий сон. Сейчас и не спится. Сейчас уже самое позже, даже если ты дома находишься, уже 7, полвосьмого, уже я на ногах, я уже не могу спать. Иногда рано встану, там, похожу по дому, все спят, и я ложусь. Ну, когда выходные. Ну, а что мне делать? Все спят. То могу потом с 8 встать, завтрак приготовить нам вот такой вот. И, значит, спать, да, очень сильно. Этот молодость, этот сон, он такой сладкий, его все время не хватало. Все время хотелось спать. Сейчас, как говорится, на все свое время. Сейчас и не хочется уже. Уже есть возможность порой, когда выходной поспать, а оно не спится уже. Ну и вот мы с ним ходили по всему селу, он косил, я собирала, Хадижа с 2 детьми. Тоже стиральной не было тогда, еще воды не было, мы с ней воды натаскаем. Она как встанет под навес с часу дня и до 6 вечера с мылом хозяйственным. Вот такая гора детского. А потом у свекра, и свекрухи вещи, и мои, ну все наши вещи. Ну я, конечно, помогала, когда приходила, полоскала, вешала. И я еще там ее мучила. Еще в тот момент, как правильно. Она тогда совершала много ошибок. Не могла вешать красиво стирку. И я ее все время ругала, показывала, как ей вешать. Так что женщина меня зря обвинила. Ну ладно, может быть, она и не со зла. Я тоже иногда эмоционально, вспыльчиво могу вспыльчить. Потом думаю, ну зачем я так сказала? Может, человек не со зла, а я вот так вот. Поэтому, если кого обидела словом, когда или так, или чуть-чуть там, где нагрубила, вы меня извиняете. Я не со зла, я вообще не злой человек. Я люблю общение, я за любой кипиш, я люблю хорошую компанию, люблю общение. Ну, злости во мне нету, но просто иногда, просто, знаете, когда свои такие говорят слова, это прям душу задевает. Когда кто-то там пишет левой с другой нацией, как-то не обидно, понятно, чеченцев ненавидят, пишут себе. А когда вот свои, бывает, как скажут что-нибудь, ну, и ты знаешь, через сколько, через все ты это прошел, то бывает очень обидно. Вот. Поэтому сестра моя, да, она, сколько она от меня в детстве пострадала, сколько я ей, даже походка мне ее порой не нравилась, сколько она мне в жизни помогла, это вообще, и вот когда София должна была появиться на свет, она долго не могла иметь детей же у нас, я даже не могла ей сказать, мне просто, вот сказать, что у меня такая радость, я не могла ей сказать, что она расстроится, что у нее нету. Я даже матери сказала, ей не сказала, мне было жалко ее. Она как узнала, говорит, какая ты дура, ты что? Она тогда в супермаркете, она тогда работала в салоне наращивания волос, ногтей, тут в Грозном у нас, по Тухачевскому. Она тогда с работы идет и говорит, кис, давай, сейчас в супермаркет выходи, я уже подхожу. Я куплю тебе все, что ты захочешь. Что ты хочешь кушать? Давай, говори. Я зайду, говорю, ой, я как маленький ребенок. Говорю, ой, это я поела. Это хочешь? Я, например, скажу там, например, да, покажу там на что-то, ну, дорогое там что-то там, да, не знаю, какие-то фрукты там. Я говорю, мне штучку хватит. Она берет пакет, налаживает полный пакет.
это, Кис, ты не стесняйся, ну правда, у меня, смотри, деньги есть, все, что надо, вот все, что хочешь, я все тебе куплю, ты что? Я ради тебя, ради этого ребенка, мы так ждали, ты что? В общем, потом был момент, когда мы с хозяином уезжали в Сочи на 2 года, по-моему, работать. Я с столовой по своей фирме уезжала, он со своей фирмой. Ну, мы в разных фирмах работали, но жили в гостинице. Тоже здесь, в Чечне, я ее оставила с детьми, со свекровью. Ну, свекровь тоже, по-моему, на базаре была. Хадижа работала в столовой милицейской. И дети ходили в школу тогда. 5 класс, 6, вот так вот. И она приходила с работы, уставшая целый день в столовой, и строго за уроки. Так дети тогда круглыми отличниками были. Она и плакаты в школу рисовала. Уже учителя ей стали заказывать, уже говорят, за деньги будешь работать. Ну, она красивые плакаты для школы рисовала, там зверьки разные, то для математики, для кабинетов класса. Ну, в общем, красиво. Она бывала целый день проработает, а всю ночь ей нужно было рисовать эти картины. И красками потом это разукрашивать. В общем, то, сколько эта женщина, моя сестра, она так называемая, любимая моя, сколько она для меня сделала, это просто говорить, говорить, говорить. Мне как-то одна написала, опять-таки, возвращаюсь, столько раз обижают. Что ты эти свои истории расскажешь, кому они интересны? А многие, а большинство количеств пишет наоборот, Кис, ну рецепты есть везде, все есть везде. Ты нам природу и рассказывай, нам так интересно тебя слушать. Ты столько, все такого жизненского, что действительно мы прошли, всего такого рассказываю, что просто интересно тебя слушать. Вот, поэтому я от души с вами, друзья. Всегда найдется мой зритель, кто захочет меня послушать. Кто не хочет, не пишите гадости. Просто проходите мимо и все. Бывает много таких каналов, которые мне не нравятся, или какое-то видео, даже рецепты, и то по-разному рассказываете. Зайду, вижу, женщина неуютно, не нравится мне, некрасиво у нее на кухне. Честное слово, я даже ни разу дизлайк не поставила. Ни разу. Не нравится, я выхожу и пошла. Ну, чтоб гадости писать человеку, говорить, ты такая-сякая, или каким надо быть человеком, с каким сердцем, чтобы дизлайк ставить. Хотя мне все равно, мне же от этого не делает погоду, дизлайк. Или... Ну, поставил человек, он показал, что у него внутри. Ну, как бы, мне этого не понять. Я никогда. Мне не нравится, я просто прохожу мимо. Я гадости людям не пишу. Потому что у каждого своя голова, каждому отвечать за свои слова самому. Вот такие вот дела. Друзья, наговорила я всего. Наговорить еще много-много-много есть чего. Но эти видео, они и так очень-очень. Он сейчас будет грузиться часа 2-3. И памяти. Пока что на телефоне у меня мало памяти, чтобы рассказать еще. То очень мало памяти. Так что мне приятно было все это вам рассказать. Я знаю, что многие ждут этого видео. Спасибо вам большое. Да, вы вообще, что да, царь, царь. Вы для меня большая поддержка. Все зрители мои хорошие, за исключением некоторых. Все добрые, все с хорошими пожеланиями. Ну, надеюсь, что скоро все это закончится, этот карантин. Купим камеру хорошую, мы сможем выезжать на природу, на озеро, везде все снимать, все вам показывать. Ну, в общем, до свидания. Всем приятно, спасибо, что просмотрели меня, выслушали. До свидания всем. Адикюэл. Всего вам всем хорошего.